Из хронических сахарный диабет, панкреатит, хронический гастрит, с почками проблемы. На профилактическом приеме измеряют внутриглазное и артериальное давление, рост, индекс массы тела, первичный осмотр терапевта. Это обязательная процедура, чтобы получить направление на анализы. Первый и обязательный этап диспансеризации – маммография. Это метод выявления всех известных вариантов рака молочной железы. Каждой женщине старше 40 лет рекомендовано проходить ее раз в 2 года. Это абсолютно безопасно. Сейчас на данный момент он идет в цифровом виде, у нас малая доза облучения, малые миллизиверты идут. Но поскольку раньше они были в пленочной, так тоже было в малых дозах, но оно делается только в прямых 2 было. А сейчас, поскольку идут в цифровом виде, мы делаем их все молочные железы в 2 проекциях. Патимат Белхароева посещает маммолога регулярно, понимает, насколько важно беречь здоровье. В этом году повезло и ездить далеко не надо. Мобильный центр приехал в город. Внутри передвижной комплекс оснащен цифровым оборудованием. Одновременно в нем можно делать флюорографию и маммографию. Я прохожу каждые полгода, чтобы себе обследоваться, чтобы я могла быть здоровой. А вообще есть у вас какие-нибудь жалобы на ваше состояние? Я болею, у меня онкология, и вот поэтому мне приходится часто проходить все анализы, сдавать надо. Рак молочной железы занимает 1-е место в структуре онкозаболеваний у женщин. Минимизировать факторы риска и предупредить развитие этого опасного заболевания можно. Для этого нужно соблюдать ряд простых правил: не пренебрегать самообследованием, избегать стрессов, придерживаться здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек. Не у всех это получается. Если раньше особое внимание уделяли возрастной категории от 40 до 55 лет, то сейчас это молоденькие девушки. Очень много женщин, они должны акцентировать внимание не только на злокачественном образовании. Нужно лечить мастопатии, фиброаденомы. То есть это вроде бы доброкачественное образование, и в редких случаях они могут привести к злокачествению. Но все равно, если мы это вовремя пролечим, то минимизируем риск перехода в злокачественную опухоль. Поэтому на эти болезни тоже нужно обращать внимание, не только на какие-то онкологические. У меня большие планы. Неделя борьбы с раком молочной железы под таким названием проходит в районной больнице Малгобека с 14 по 20 октября. Цель – увеличить продолжительность и качество жизни людей. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно заболевает более 10 миллионов человек, умирают же 1 миллион. Современные методы диагностики позволяют обнаружить рак на ранних стадиях, что очень важно. В 94% случаев, если мы выявляем на ранних стадиях, если это такая неагрессивная форма, все поддается лечению, все это удаляется и благополучно женщина. Но сейчас мы акцент делаем не только на выживаемость, на качество жизни. Медицина направлена именно на то, что с выживаемостью у нас, слава богу, сейчас уже медицина так дошла до того, что мы выявляем, если мы выявляем на ранних стадиях, мы это прекрасно все лечим, все делаем, и качество жизни женщины. Женщина может самостоятельно обнаружить признаки рака молочной железы. Насторожить должны изменения цвета и формы кожных покровов молочной железы, шелушение и наличие уплотнений в подмышечной области. Проверяться нужно, даже если вас ничего не беспокоит. Предотвратить развитие рака молочных желез, повысить шансы на полное выздоровление, не допустить рецидивов после проведенного лечения помогают профилактические мероприятия. Поэтому важно следить за своим здоровьем, не пренебрегать диспансерным наблюдением, скрининговыми осмотрами и обращаться к врачу при появлении даже незначительных симптомов. Рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Башир Тариев, Магаз 24.